Добрый вечер. В эфире «7 дней». Смотрите сегодня. Наши, наверное, сотрудники с удовольствием будут жить спокойно в своих семьях, с детьми. Потихоньку разгружаемся, освобождаемся, готовимся к плановой своей обычной работе. 5-я горбольница Челнов больше не ковидный госпиталь. Плановая медицина. Какие планы? Наличие женских парковок – это, по сути, подтверждение существующего в нашем обществе неравенства. Организация подобных паркингов является неправомерной и дискриминирует водителей по половому признаку. Инициатива наказуема. Розовая парковка для женщин в Казани всколыхнула общество и прокуратуру. Они выносят решение, что вот этими пособиями можно заниматься в течение учебного года. Всего переводных учебников применяется 79. Запрещенная учебная литература. Татарстан никак не может добиться легализации в школах переводных учебников по предметам. Что главное? Здоровье. Вот с него сегодня и начнем. Сегодня эта вечная тема, увы, все чаще присутствует и в разговорах людей. Я, наверное, не смогу уже назвать кого-то из своих близких и родных, у кого бы не было уже своей истории болезни. Как минимум, кого-то из близкого окружения. 4 месяца мы живем с этой темой на устах, и, как это ни странно для многих, но потихоньку сбывается все, о чем говорили ученые изначально, а не те люди, которые считают, что им все ясно заранее. На дворе август. Что нам известно? Немногое. Нам известно, что это так просто не кончится. Нам известно, что уровень образования в нашей стране недостаточен для того, чтобы рассчитывать на понимание и когнитивные способности граждан. Каждый раз, когда я это говорю, мне неудобно. Но то, что это была эпидемия глупости, это известный факт. Я сказал «была». И немногие со мной согласятся. Одни, потому что считают, что ее и не было вовсе. Другие, потому что полагают, что она далеко не закончилась. Я бы присоединился скорее ко вторым. Я сказал «была» лишь потому, что мне кажется, что эпидемия глупости, во всяком случае, кончилась. То, что мы наблюдаем сегодня, это скорее эпидемия усталости. Это если дать небольшой аванс обществу. Бесшабашное поведение – это не всегда результат отрицания угрозы, это результат непонимания того, что такое хорошо и что такое плохо. И мы здесь все эти месяцы как-то пытаемся менять вот эти настройки общества, вручную менять. Автоматом не получается, люди не приемлют чужих советов, если вот как-то эмоционально им что-то не нравится. Что до эпидемии, то, конечно, она не прошла. Есть лишь ощущение, что подходит, кажется, к концу некий первый этап, возможно, самый тяжелый. Мы видим, что случаев заболевания становится действительно меньше. Об этом поступают сведения из многих госпиталей. Это не значит, что больных мало. Нет. Это значит, что вся система здравоохранения работает напряженно, но не на износ. Вот что это значит. И мы уже можем чуточку перевести дух настолько, чтобы оглянуться назад и посмотреть. А что же мы сделали? Масштаб. Давайте ощутим его. Что сделано было в системе здравоохранения за эти месяцы? 45 медицинских организаций были перепрофилированы. Развернуто 4728 инфекционных коек. Мы в нашей программе неоднократно показывали это изнутри. И в 7-й Казанской больнице, и во временных госпиталях в районных центрах. Во многих городах плановая медицина была практически приостановлена. Больницы перестали лечить от чего-то, кроме ковида. К этому сейчас мы еще вернемся. Далее. Там нужно кому-то работать. Привлечено для этого 15 842 медицинских работника, 8 617 работников госпиталей и 341 водитель скорой помощи, который сейчас выезжает на вызов, конечно же. На оснащение госпиталей направлено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, автомобили скорой помощи, защитные костюмы для медперсонала и так далее. Еще в апреле было принято решение о строительстве новых корпусов инфекционной больницы в Казани. И она построена менее чем за 100 дней. На этой неделе работы завершены. Там еще до 500 коек. Итак,
вернемся немного к началу. 45 больниц, 4728 коек. Вопрос. Все ли они заняты сейчас? Мы не смогли бы ответить на этот вопрос еще недели 2 назад. Ну, ясно, что не все, но насколько? Тогда вот сложно было сказать. Сейчас ответа точного тоже нет, но есть некие знания, добытые, как говорят ученые, эмпирическим путем. То есть мы видели, сами видели, что в некоторых госпиталях количество свободных коек уже более 50%. Таких госпиталей немного, но они есть. В мае-июне, например, такого не было вообще нигде. Есть такие примеры уже даже в Набережных Челнах. Возможно, именно оттуда, как ни странно, и начнется в республике постепенный возврат больниц к нормальной жизни. Азатлык в Набережных Челнах. Площадь Свободы. Возможно, самая большая зеленая зона города. Города, который ощущал в последние месяцы этого года не так уж и много свободы в связи вот со всей этой ситуацией с вирусом. Города, который представлял из себя одну большую красную зону взамен зеленых, возможно, самую красную в Татарстане, за что ему неоднократно приходилось краснеть. Мы здесь сегодня, потому что именно этот город первым в Татарстане заявляет о том, что краснеть ему больше не придется, и ситуация меняется. В ситуации, когда мы не знаем не только то, что будет завтра, но и то, что было вчера и происходит сегодня, это очень смелое заявление. Тем не менее, мы решили это проверить, и мы убедились, что ситуация меняется, ситуация движется. Главное, чтобы двигалась она не по спирали. На самом деле, Елизавета Ильшатовна, мы с вами сейчас смотрим вдаль и на далекий коридор смотрим. На коридор поликлиники мы сейчас смотрим. Это все появилось у вас в связи с появлением ковида. В мае. Ветераны такого не видели никогда. В мае Набережно-Челнинский госпиталь ветеранов войн сам ушел на войну. И полным составом, что большая редкость, сегодня, как им кажется, дошел уже почти до Берлина. Потом когда-нибудь вы как Берлинскую стену будете это, наверное, да, торжественно. Да. До победы, может быть, еще и далековато, но каждый тут сегодня ветеран. В чистой зоне госпиталя проходят реабилитацию уже другие ветераны войн. Те, кто переболел коронавирусной инфекцией. Они больше не носители вируса, но долговременные последствия его влияния на организм мало изучены и, увы, очень обширны. Вы сейчас с этим больным распрощаетесь? Нет. Мы планы другие. ковид уже прошел, в легких уже вируса нет на сегодняшний день, но они тяжелые. То есть, получается, вирус поразил еще, кроме того, что легкие поразил, еще поразил же все другие остальные органы, и значит, человеку нужно восстановиться. Когда вы перестанете лечить больных ковидом, вы не перестанете их восстанавливать? Не перестанем, нет. Тех, кто переболел? Конечно. Тех, кому еще только предстоит излечиться от ковида, в госпитале сейчас 64 человека. За 3 месяца это рекордный минимум. Здесь с 4 мая развернуто было 85 коек, и ни одна из них не пустовала все эти месяцы. Это бросается в глаза в красной зоне. По одному, по 2 человека в палате обычно. Тяжелых больных практически нет уже. Теперь больше времени на каждого из них, и люди, завидев камеру, которой тут никогда еще не бывало, сами просят нас дать им сказать. Спасибо этой больнице, спасли меня. Все такие врачи, все такие сестры, как птички бегают, ухаживают. Я такой еще не видела. Какая благодать. Девчоночки эти, умнички, они просто не работают, а летают. Не отпускает меня без всякого внимания. Как я благодарна. Я уже тоже хотела выйти, ей-богу, пойти в газету и написать за вас. Однажды этим пациентам дадут возможность узнать в лицо своих спасителей.
В госпитале надеются, что будет это уже к концу августа. Надеются, что это и будет конец. Может быть, мы хотели бы с ними встретиться без этих наших масок, поздороваться с ними, чтобы они нас увидели в лицо, мы их увидели в лицо, чтобы мы порадовали, что они наконец-то восстановились. И наши, наверное, сотрудники с удовольствием будут жить спокойно в своих семьях, с детьми. Вот это для нас будет, наверное, самый большой подарок. А сейчас не живут? Сейчас кто-то живет, а большая часть они живут все-таки здесь. Люди настолько стали бесстрашные, что без масок ходят, без этого, и они друг друга заражают. У нас, у нас сейчас перемешается все, не хотелось бы этого. То есть, если бы люди были более культурные, более адекватно относились к своему здоровью, было бы, наверное, лучше. У вас бы сейчас уже здесь никого не было? Ну, вообще да. То есть, если бы вот прям вот как у нас положено изначально было, самоизоляция. Потихоньку разгружаемся, освобождаемся, потому что готовимся к плановой своей обычной работе. Сегодня-завтра мы полностью освободимся, потом проведем полную заключительную дезинфекцию. А вот в 5-й горбольнице Челнов, кажется, полностью готовы к возвращению к плановой медицине уже к началу следующей недели. Из 300 почти коек сейчас заняты лишь 46. Закрываемся потихонечку, как инфекционные больницы. Сложно даже поверить, что это в Челнах, но это факт. Мы обошли множество полупустых палат. И здесь мы всюду встречаем людей, переменивших свое мнение и о больницах, и о людях, здесь работающих, и вообще о жизни в целом. Мы тоже об этом сейчас убеждаем. Берегите себя, ничего не надо в этой жизни, лишь вы берегите себя. Одевайте маски, вот всем я обращаюсь. Берегите себя. Если бы каждый следовал правилам, здесь бы уже сегодня лежали бы другие больные, которые ждут своих врачей, хирургов, неврологов, терапевтов вот уже несколько месяцев. Они все тут как чужие на этой войне. Пациенты, потому что считали себя неуязвимыми, врачи, потому что готовились не к этого рода военным действиям. Им хочется верить, что они возвращаются с этой войны. Для вас, как для заведующего отделением реаниматологии, это в первую очередь возможность вот это все с себя снять, как минимум, да? Снять сразу не получится, потому что ведь неизвестно, поступать будут много людей, и могут и коронавирусом тоже попасть. Все-таки вы вот это все не сразу снимете, да? Да. Тем более сейчас все с югов поедут, да? Да, на юге сейчас. Школы откроются. Из оптимизма нет выхода. Выход есть только из пессимизма. Лишь бы теперь хватило сил на тех, кто ждал их все эти месяцы. Во-первых, и устали, честно скажу, в жаркие дни устали. И, на самом деле, хочется уже оперировать. Бой на основное место работы. Да. Останется только, наверное, сказать еще раз людям, чтобы вели себя соответствующим образом, что-то такое на себе имели, потому что впереди сентябрь. Да? То, что вот Зуфар Ильич не даст соврать, то есть ковид-то он остается, он никуда не делся. И при приеме плановых они все потенциально, они же все равно могут быть заболевшими. Поэтому беречь надо себя. На это время, наши больницы не принимали больных, поэтому в этой части тоже есть определенный позитив, что больницы перейдут в ближайшее время на плановую работу. И поликлиники, и больницы войдут в плановый режим. Это тоже очень важно для сохранения жизни и здоровья наших челнинцев. Это уроки, которые мы должны усвоить. В Челнах нужно строительство еще одной многопрофильной больницы, минимум на 600 коек. Мы видим, что такая серьезная больница в ближайшее время будет построена в городе Казани, но до Казани далеко. Поэтому в данном случае все жители 17 районов Закамья должны получать хорошую, высококвалифицированную помощь здесь, в городе Набережные Челны. Оттягиваем и снимаем. Вот так оттягиваем, снимаем. Вот так. И все наши врачи жили все эти месяцы. Оттягивали, снимали. Сколько можно было оттягивать?
Оттягивали, это теперь, да? Оттягивали сколько могли практически. Ну и вот, видимо, настал тот период, когда можно будет снять с себя это все. И, наверное, даже, помогите, пожалуйста, и, возможно, даже снять не на время, а навсегда. Уроки, которые мы извлекаем из эпидемии, необходимы, как любое лечение. Мы пока не знаем, как лечить ковид, но мы уже знаем, как лечить нашу систему здравоохранения. Челнам нужна больница на 600 коек, Казани нужны новые корпуса инфекционки на 500 коек, скорой помощи Казани необходимо, как воздух, еще 40-50 автомобилей. А значит, нам нужны еще тысячи специалистов, врачи, медсестры, санитары, водители. Это не сделаешь за 100 дней. Годы нужны. Однако это все то, что мы увидим скоро, в ближайших планах и стратегиях. Если же говорить о будущем совсем близком, то у Минздрава Республики две задачи до 2021 года. Вернуться к плановой медицине, к нормальной жизни, в которой есть место не только помощи экстренной, и, тем не менее, обратить внимание вот на тех, кто, казалось бы, излечился от ковида. На эту тему можно говорить очень много. Сегодня ежедневно практически выходят серьезные исследования о том, какие последствия может нести это заболевание. Если человек вылечился и он не заразен, это еще далеко не значит, что он так же здоров, как раньше. Все здесь очень индивидуально, но уже есть множество общих для разных людей из разных уголков мира последствий перенесенной болезни, которые очень опасны. Мы обязательно вернемся к этой теме в ближайших программах. Мы в ответе сегодня и за тех, кого мы излечили. Ну, а что касается реальности возвращения к обычной жизни, повторим еще раз то, что говорили всегда. Мы не знаем. Это лучший ответ сейчас, который помогает, как минимум, не заблуждаться. Осень есть осень. Будет много вернувшихся из-за границы людей, будет много вернувшихся из школы детей, будет много чего нового и такого, что еще совсем не опробировано на практике. Так что мы еще долго будем, наверное, благодарить наших врачей. Дело особой важности. В конце недели Следственный комитет республики заявил о новых выявленных эпизодах в деле о взятке директора школы. Почему особой важности? Потому что, во-первых, впервые в Казани директор школы оказался вот так вот, пойманным, с поличным. Во-вторых, когда рядом оказываются слова «учитель» и «уголовное дело», это просто по-человечески очень печально. В-третьих, дело ведут сотрудники Следственного комитета. Мы знаем, эта структура занимается особо важными делами, и дело о коррупции как раз
таковым, конечно, и является. Ну а в целом, между тем, приемная кампания в школы продолжается. Куда отдать учиться своего ребенка, родители начинают думать, выбирать школу еще за год, а то и за 2 до первого звонка. Но каждый год на горячие линии в правоохранительные органы поступают жалобы. Кого-то не приняли в 1 класс, кого-то в 10. У родителей будущих первоклассников есть четкая градация учебных заведений. Это непривычная школа, гимназия, лицей. А вот обычная школа или необычная, непростая. По ответу на вопрос, а вы в какую школу ходите, часто окружающие судят о степени успешности родителей. Но за все в жизни надо платить. Теперь уже решительно за все. Даже за все то, за что платить просто запрещено законом. Тариф на поступление или лимит на поступающих. Татьяна Тимошенко об особенностях нынешнего набора в школы. 167-я Казанская школа в своем районе всегда была на хорошем счету у родителей. В учебных планах углубленное изучение английского языка, на фасаде напоминание о множестве регалий. Радужная картина померкла в одночасье в начале приемной кампании. Директора школы задержали в ее же кабинете при получении 25 тысяч рублей за зачисление ребенка в 1 класс. О факте вымогательства заявили родители мальчика. Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что приблизительно в этот же период времени женщина получила 6 взяток от родителей в размере от 10 до 25 тысяч рублей. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Причастность к совершению преступления уже бывший директор признала частично. По решению суда она находится под домашним арестом. Мало кто готов говорить о проблемах зачисления открыто, хотя и жизненная ситуация кажется безвыходной. Родители до последнего стучатся и в двери школы, и в отдел образования. В семье у нашей героини 4 детей. Среднему будущему первокласснику в приему в ближайшую школу, но вне закрепленной территории отказали. Я, естественно, пошла к директору. Она сказала, что у нас детей много, поступающих в 1 класс по прописке, и на вас мест нет. Это ближайшая школа, да, для нас, куда ребенок может ходить самостоятельно. Как бы я ни пересматривала в своей голове способ, чтобы не утяжелила нашу жизнь так, что ставя совсем в критическую ситуацию нашу семью, я способа не нашла. Начальник управления образования Казани в должности полгода. Сам, что называется, от земли, был директором престижного лицея. О жалобах предыдущих лет, конечно, знает. Бывало, что к одной из наиболее статусных школ были прикреплены лишь 2-3 дома, и доходило до того, что родители даже покупали прописку в этих домах. В управлении образования провели работу над ошибками и с этого года расширяют географию прикрепленных к школам домов. При формировании 1 и 10 классов проводится колоссальная работа, большая, очень объемная работа нашими педагогами и школами. Во-первых, нашими педагогами производится поквартирный обход для того, чтобы мы определили, сколько же у нас первоклашек пойдет в этом году в школу. Во-вторых, безусловно, учитываются данные управления здравоохранения, сколько детей родилось в тот период, которые пойдут сейчас, соответственно, в школы. Да? Что школа не резиновая, прекрасно знают в 182-м лицее Казани, несмотря на то, что это самая большая школа в городе. И пока что единственное учебное заведение в жилом массиве Салават-Куперы, рассчитанном на 50 тысяч человек. Выстаивать в буквальном смысле ногами очередь на зачисление родителей будущих первоклассников начинают 1 февраля. И успешно, конечно, не все. Набрали 13 первых классов. Это с учетом того, если бы мы никого не брали бы, ограничились, например, только нормативной мощностью, конечно, мы бы взяли бы 5 классов первых и закрыли бы. И брали всех, кто здесь прописан, это в основном наши все дети. Закон физики, если где-то прибыло, значит где-то убыло, невообразимым образом сработал для 41-й школы. Здесь на одного педагога приходится чуть больше 10 учеников. Почти индивидуальное обучение. Школа самая обычная, средняя, городская. Набран пока 1 класс, да. Но у нас открыты места, пожалуйста. Скорее всего, это больше всего связано с тем, что наша школа 41-я находится в достаточно укромном месте в центре города, и немногие о ней знают. И потом, скорее всего, родителям выгоднее и удобнее отвозить детей рядом с местом работы.
Уровень образовательных программ, успешность учеников при сдаче экзаменов. Но так называемый рейтинг школ был отменен, и это также стало ступенью для снижения рисков, когда слабых учеников вынуждали переходить в другие учебные заведения. Социальная среда, созданная в школе, и сарафанное радио становятся главными критериями определения хорошей школы и не очень, а в результате количество желающих туда попасть. В первую очередь берут тех, у кого есть приписка на закрепленной территории. Далее уже наличие учащихся тут же старших братьев или сестер, чтобы родители могли водить детей в одну школу. Учеба на подготовительных курсах не является основанием и гарантией поступления. Единственная причина отказа в приеме в первый класс – отсутствие мест. Если все-таки такое случилось, родителям выдается уведомление администрации школы. С этим уведомлением необходимо обратиться в районный отдел образования, где проживает ребенок. И там обязательно помогут и подберут образовательную организацию наиболее такую удобную и близкую для детей и родителей. По первым классам набор еще идет, как я сказал, то есть у нас еще не закрепленные территории остались, и до 5 сентября мы еще эту историю живем, и, наверное, тогда подведем какие-то итоги уже. При выборе школы, конечно, каждый родитель учитывает интересы своего ребенка, смотрит на образовательные программы учебного заведения, на традиции школы, разрабатывает безопасный маршрут. И очень часто мы оказываемся в плену своих страхов. И, как многие другие, в погоне за лучшим пытаемся пролезть там, где слишком узко. Может быть, стоит отбросить свои страхи, сделать шаг вперед и найти ту самую дверь калитки, которая окажется открытой. Этот пост в соцсети год назад дал начало борьбе за прозрачность. Детей не взяли в школу. Нам сказали, что необходимо ходить в подготовишку. Так улетело в районе 40 тысяч. Как получилось, что на 8 утра 1 июля уже не было мест? Хочу, чтобы больше ни одна мама на свете не получила тот ужас, который испытала я. В результате мы пошли в школу по микрорайону, в чудесную школу. Автор этого поста Нина Шимина, председатель молодежного правительства республики. Теперь ее инициатива – замена галочки в журнале «Тет-а-тет» прозрачной электронной очередью, так как это сделано с детскими садами. Выбранная школа по микрорайону, впрочем, оказалась в негласном родительском списке статусных, революционных и инновационных. 10-й год подряд мы открываем 6 первых классов. В этом году мы планировали 5, но поток желающих был большой, поэтому открыли 6. И планировали 150 человек, приняли 198. Очень важно, как школа работает над созданием условий, над инфраструктурой и как развивает традиции. Зачислением в 10 класс примерно тоже попадет, не попадет. Родители гадают весь выпускной 9, хотя, казалось бы, учащийся к концу учебного года уже должен понимать, куда пойдет учиться. Рекомендуют настоятельно не мучить детей и уходить после 9 класса, чтобы подыскивали колледжи. Это какая-то престижная школа? Нет, обычная средняя школа. Престижные вряд ли будут просить своих учеников уходить. Жалобы на отказ в приеме в 10 класс этим летом потекли в прокуратуру. Так, в 180-й гимназии кое-что не срослось. По материалам прокуратуры на 59 сформированных мест поступило 59 заявлений, однако 7 человек в 10 класс зачислены не были. Аналогичные нарушения прав учащихся были выявлены в 125-й многопрофильной гимназии и лицее номер 35 в Приволжском районе города Казани. Безусловно, такая ситуация является грубым нарушением прав граждан и категорически недопустима. После вмешательства надзорного ведомства права детей восстановили. Впрочем, в этом году жалоб все-таки стало меньше. В Казани ежегодно в 10 класс переходит около 60% учеников, а в этом году даже больше. В одной из казанских школ есть колокол желаний, говорят, исполняет самые заветные. Но вот когда совпадут все условия для их исполнения, чтобы каждая из сторон, и родители, и школы, оказались вне зоны риска, покажет только время и дальнейшая разработка правил приема детей в школу. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Ну и вот еще одна очень резонансная тема этой недели. На этой неделе обычные парковки в центре Казани спровоцировали настоящую битву полов. У центрального универмага в Казани появились места на стоянке, предназначенные исключительно для женщин. Казалось бы, ну что особенного? Стандартные парковочные места. Ну да, чуть пошире, чуть поярче. Идея администрации магазина понятна – сделать территорию максимально удобной. Почему именно для женщин? Потому что в основном именно они и приезжают за покупками с детьми, а уезжают с загруженными доверху тележками. Но общественность в целом не оценила.
и интерпретировала вот это ноу-хау по-своему. Создатели сексисты обидели или дискриминировали женщин. Всего за неделю розовые парковки стали символом нового общественного раскола. Впрочем, это не первый случай, когда безобидное нововведение выливается в гендерный скандал. Подобная парковка не первая в стране. Такое уже было в Домодедово. Правда, организаторы быстро провели работу над ошибками. Места вот эти закрасили, но вопрос остался. В основном у активистов феминистских движений. И звучит он так: «Доколе мы будем жить, работать, дышать с разрешения мужчин». В поддержку фем-движений часто выступают и крупные мировые бренды. Не так давно российские представители известной спортивной марки выпустили вот такую вот рекламу, и выглядит она, ну, сами видите как, я читать это не стану, просто вглядитесь, прочитайте, вглядитесь вот в это фото. Вот тогда российские феминистки очень обрадовались тому, что в рекламе женщина доминирует. Однако затем пошла уже другая волна. Волна непонимания. Ну вот зачем все это нужно? Рекламу эту не поняли. Но хайп-то удался. Ну а что же с розовыми парковками? Их уже нет. И вряд ли на что-то подобное кто-то еще решится. Но до сих пор продолжаются жаркие дискуссии. Что-то не так с задумкой или что-то не так с обществом? Обо всем по порядку Диляра Юсупова. Нам бы хотелось себя в городе иметь такую парковку. Мы из Челябинска. Никакого сексизма в этом нет. Это, наоборот, знак внимания. Очень приятно. Мне лично приятно. Я думаю, для инвалидов у нас там все лучше, это для инвалидов. Необычное значит не для меня. Это действительно непривычно и немного непонятно. Ярко-розовый – это видно, а что там за ним, никто не разбирается. 11 полос, из которых занята лишь одна. Покупательницы пока предпочитают обходить розовую зону стороной, а вот мужчины обижаются. Дискриминация мужчин. Я считаю, что напротив надо сделать обязательно мужские парковки. Почему так сделано? Давайте радужные еще сделаем. Мужчин обделили, а женщин дискриминировали. Так посчитала общественность и обвинила администрацию универмага в сексизме. Отдельные места, еще и удобные, шире, чем обычно, нам не надо. Мы умеем парковаться в любых условиях. Не хуже мужчин. Возмущения были услышаны ГИБДД. Правда, ведомство не приняло ни сторону мужчин, ни сторону женщин, а сторону закона, который гласит: стоянки не быть. Она не соответствует ГОСТу. Данные обозначения не предусмотрены ГОСТом. Должностным лицам выдано предписание для устранения данных обозначений в установленные сроки. Обозначений, разделяющих людей по гендерным признакам, правилам дорожного движения не предусмотрено. Авторам затеи не до смеха. В случае невыполнения требований дорожных инспекторов им грозит штраф. Кислотные парковки – дело тонкое. Благо, мало кто знает, что в торговом центре и другие изменения. К примеру, новый лифт. Тоже косвенно разработан для женщин с колясками. По крайней мере, задумка была такова. Но говорить теперь об этом не станут. Мало ли что. Мы видим, как на сегодняшний день, подъезжая к торговому центру, подъезжают девушки, мамы, молодые мамы, бабушки, дедушки. Мы всех с любовью к ним относимся, поэтому вот такую парковочку решили все-таки организовать. Понимая, что она немного шире обычных парковочных мест, но выделена таким цветом для какую-то изюминку. И не только поэтому. У универмага скоро юбилей, а потому розовый пиар тоже пиар. То ли ради пиара, то ли ради решения проблемы, но участником обсуждения стало и казанское сообщество феминисток «Фемкузлар». Это те девушки, которые сначала митинговали на улицах города с лозунгами «бьет, не значит любит», а потом устроили кровавую свадьбу возле ЗАГСа. Перформанс был посвящен теме домашнего насилия. Наличие женских парковок – это, по сути, подтверждение существующего в нашем обществе неравенства. Мы вынуждены терпеть повышенную агрессию на дорогах от мужчин, и в автосервисах неопытных водительниц очень часто пытаются обмануть. Но эти проблемы нужно решать, а не делать для женщин снисходительные отдельные парковки.
Такое уже было и не раз будет. Подобные парковки есть в Китае и Европе. Что, кстати, и удивительно, в очень толерантной Европе. Там, где, например, реклама электрокара не прошла цензуру. Ролик слишком подчеркивал гендерные стереотипы. Пока мужчины совершают подвиги, женщины стирают и готовят. Ну хорошо, давайте вернем в разметку в масштабы ГОСТа. Что, и здесь будут возмущаться, что ли? Потому что если посмотреть на это под другим углом зрения, да, ну, назовем его добрым углом зрения. Ну сделали хорошо, ну, немножко накосячили. Ну, давайте исправим. А так, отвели вам лучшие места, все хорошо. Цветы по-прежнему продают, да, а цветы дарят преимущественно женщинам. Это что теперь, тоже расценивать как признак сексизма, да? Если я подарю букетик кому-то, и на меня там посмотрят, скажут: ах, ты сексист, такой паразит. Это же глупость несусветная, да? Кому вдруг помешало уважение к женщине? Многие забыли, что феминизм в исконном понимании все-таки про равенство скорее политическое и экономическое. За то, чтобы женщина осваивала мужские профессии там, где она это может. За то, чтобы женщина перестала считаться неким аналогом домашней собаки, как это и есть до сих пор в некоторых неразвитых странах. Но все же не про женщин, которым все вокруг должны. В частности, защищать их от мужского племени. Женщины почувствовали стеклянный потолок. То есть, когда мы находимся в одной организации, и мужчина добивается более высокого социального статуса или зарплаты, естественно, женщины стали возмущаться, почему мужчина может стать руководителем, а женщина априори, скорее всего, будет начальником отдела. То есть, соответственно, сегодня, если касается розовых парковок, я повторюсь, мне кажется, что это просто ошибка. Здесь намечается дискриминация, но она в таковой форме, на мой взгляд, не присутствует. Феминистки в различные периоды времени действительно привлекали к себе внимание, то есть обнажением себя или демонстрациями. Не надо путать факты, реакцию на факты и эмоциональные последствия, которые существуют. Наверное, идея семейной парковки, она возможна, но опять-таки тут можно сказать о дискриминации людей, которые приезжают без детей или приезжают без покупок. То есть, как ни посмотри, очень сложно выдерживать этот баланс и равенство. Можно, конечно, надеть деловой костюм, чтобы тебя воспринимали всерьез, но цветной, чтобы все-таки не забывали, что ты женщина, когда это тебе, конечно, удобно. Вот такая примерно политика у современного феминизма, ни нашим, ни вашим. Но мы посмотрим, чем дело кончилось. Прошло 3 дня, мы на том же самом месте, и, как видите, розовая теперь здесь только я. Правда, новая парковка от стандартной все-таки отличается. Чьи же теперь нарушаются права? Пока ситуация коснулась прав конституционных, в дело вмешалась прокуратура. Согласно Конституции, в нашей стране запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. А также мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Поэтому организация подобных паркингов является неправомерной и дискриминирует водителей по половому признаку. Впрочем, авторы затеи сдаваться не собираются. Администрация магазина обратилась в мэрию города, чтобы восстановить женские парковки в рамках закона. То ли ради удобства клиентов, то ли все же феминизм сегодня – это тренд. Тренд, за который очень удобно цепляться, когда это просто очень кому-то выгодно. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Они выносят решение, что вот этими пособиями можно заниматься в течение учебного года. Всего переводных учебников применяется 79. Запрещенная учебная литература. Татарстан никак не может добиться легализации в школах переводных учебников по предметам. В понедельник в Казани подвели промежуточные итоги работы системы здравоохранения республики в условиях пандемии. В работе коллегии Минздрава принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.
Тестирование на коронавирус сегодня проводится в 19 лабораториях, в том числе в 6 частных. Ежедневно исследуется около 5000 проб. Приобретено 5 портативных мини-лабораторий для проведения экспресс-диагностики. Премьер-министр подчеркнул, что в период пандемии основные акценты деятельности системы здравоохранения были смещены на борьбу с COVID-19. В результате число госпитализаций снизилось на 20%. В республике учреждена премия имени Владимира Васильевича Марковникова. Награду будут получать российские и иностранные ученые за выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии. Соответствующий указ подписал президент Татарстана. Согласно документу, награда будет присуждаться один раз в 2 года. 4 августа министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом производства самолетов дальней авиации. Гостя сопровождал президент Рустам Минниханов. В ходе визита глава военного ведомства проконтролировал процессы восстановления производства авиационных комплексов Ту-160. Кроме того, Сергею Шойгу показали производственные цеха и объекты техперевооружения авиазавода. В пятницу Алексей Песошин принял участие в торжественном спуске на воду первого речного судна на сжиженном природном газе. Теплоход построен Зеленодольским заводом имени Горького. Алексей Песошин отметил, что Татарстан стал одним из первых регионов, где ведется большая и системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. По итогам тестовых испытаний судна 30 августа 2020 года, в День Республики Татарстан, запланировал торжественный проход теплохода по акватории реки Казанка. В этот же день в Зеленодольске состоялась торжественная церемония закладки 2 катеров специального назначения проекта «Грачонок». В мероприятии также принял участие премьер-министр республики. Противодиверсионные катера оснащены современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения подводных объектов. После церемонии награждения работников завода Алексей Песошин осмотрел производственные цеха предприятия и ознакомился с выставкой Зеленодольского проектно-конструкторского бюро. Мы продолжаем программу. Перед вами 2 школьных учебника физики за 10 класс. Они абсолютно идентичны по содержанию, по подаче информации, по методике, по теории и практическим заданиям. Попробуйте найти здесь главное отличие. Наверное, кто-то заметил, что учебники написаны на разных языках. Один на русском, другой здесь видно, да, на татарском. Именно такой учебник по физике сегодня используют в Татарстане 673 школы с родным языком воспитания и обучения. Так вот, отличие их не только в том, что учебники на разных языках. В соответствии с законом мы должны были бы сейчас пометить вот этот учебник на татарском языке грифом «Запрещенная литература». С 2016 года такие переводные с русского на татарский язык учебники могут использоваться в школах только в качестве учебного пособия. То есть это дополнительный, ни к чему не обязывающий ни учителей, ни учеников, ни учебное заведение материал. Главная настольная книга по федеральному закону об образовании с 2016 года только учебник по тому или иному предмету на русском языке. Остальное никому не нужная инициатива. Как тогда быть национальным школам, где испокон веков, в общем-то, все преподавание велось на родном татарском языке? Долгих 5 лет республика искала ответ на этот вопрос и теперь, кажется, нашла. Подробнее в репортаже Эльзиры Юзаевой. Дәреслекләрдә аерма юк, бәлки маларның менә күрәсез тышлары белән генә аермалары бар. Небольшая школьная библиотека учебной литературой набита уже через край. Каждый ученик практически по каждому предмету получит сразу 2 книги. Одна из них на родном татарском языке, другая такая же, но переведенная на русский. По словам педагогов, книги абсолютно идентичны по содержанию, вплоть до каждой запятой. Татарское учебное издание соответствует своему русскому аналогу. Единственное отличие только в статусе самого источника знаний. Русская книга – главный источник информации. Учебник, разрешенный для использования в школе федеральным законодательством об образовании. Переведенная слово в слово книга на татарском языке всего лишь учебное пособие, дополнительный учебный материал.
Балаларның болай башлары бут алмыймы? Кайсы дәреслектән эшләргә, кайсысын карарга, кайсын юк? Юк инде, без бит аларга дөрес юнәлешне үзебез бирәбез. Монда барысы да укытучының үзеннән тора. Аларның җөмлә төзелешләре дә бик әйбәт түгел. Безгә хәзер аларны татар теленә дөрес дип сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Шуңа күрә менә без инде шушы татар телендә булган дәреслекләр булса, безнең өчен ул бик уңай булыр иде. Многие могут задаться вопросом: учебники есть, пособия имеются, в чем же тогда проблема? Но давайте напомним еще раз, речь идет о школах, где преподавание ведется на родном татарском языке. То есть учитель свой предмет преподносит на татарском, а вот разрешенный для использования учебник только на русском. Соответственно, нет рабочих тетрадей на родном языке, нет электронного сопровождения материала на родном языке, методических указаний для учителя тоже нет. И даже электронных образовательных сайтов, платформ для получения знаний, как того требовало, к примеру, дистанционное образование, не имеется. Русча платформада лекция катлаулы, күләмле. Балага аны аңлап бетереп бару бик уңайсыз. Моны ата-аналар да тәкрарлады шуны. Ахырдан татарча барыбер аңлатырга туры килә. Но наиболее абсурдным является то, что учителя национальных школ в начале учебного года должны собрать весомую доказательную базу и отстоять свое право использования татарских книг-пособий. Книг, которые всю новейшую историю России всегда были в национальных школах. Для этого пишется объяснительное и созывается методический совет школы, который и дает согласие или несогласие. Можно такую книгу использовать на уроках или нет. Учебники не подвергаются такому сомнению, так как они уже вошли в федеральные списки разрешенных книг. Если там все это соответствует или где-то что-то поменять нужно, они выносят решение, что вот этими пособиями можно заниматься в течение учебного года. С 2016 года все национальные школы огромной многонациональной страны оказались в подобном положении. Все, что было использовано ранее, то есть все учебники, которые до 2016 года состояли в федеральном перечне учебников, должны были пройти повторную научную экспертизу. Без этой экспертизы они по закону не могут быть полноправными участниками образовательного процесса. В Татарстане 79 учебников по преподаванию различных предметов на родном языке для разных классов автоматически выбыли из образовательного поля. То есть до 2016 года переведенный с русского на татарский материал был разрешен к использованию, после 2016 вдруг выросла преграда. Повторная экспертиза – это практически утопия. Дело в том, что Российское Министерство просвещения изменило условия для национальных школ, но при этом запамятовало указать, а как теперь вносить учебники в федеральные списки, если вообще теперь такая процедура. И вот результат. Ни один национальный регион не посчитал нужным добиваться своих законных прав на национальное образование. Ни один национальный регион не пожелал внести что-то новое в эти федеральные списки учебников. Долгих 4 года Татарстан пытался получить равноправный статус для своих национальных учебных заведений. В итоге только в 2019 году Министерство образования республики смогло получить от своих федеральных коллег документ, в котором был оговорен сам порядок проведения экспертизы. И сделано это было только тогда, когда в это смутное дело вмешалось уже высшее руководство республики. К сожалению, процесс затянулся, и только в 2019 году, после того, как министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна встретилась с Рустам Нургалиевичем и Минтимом Шариповичем, прошла встреча на высоком уровне именно по данному вопросу. В конце 2019 года мы получили документ. Вот он, порядок включения учебников в федеральные списки. Работа эта действительно сложная и дорогостоящая. Татарское книжное издательство выкупает исключительное право у издания, которое выпустило тот или иной учебник на русском языке. То есть, проще говоря, своеобразную лицензию на издание. Стоимость авторского права на одну только книгу составляет около 300 тысяч рублей. Далее учебник, его электронный аналог, книгу для учителя отдают на перевод. После этого уже переведенный
Каждый учебный материал на татарском языке отправляется в Министерство просвещения России. Здесь книга должна пройти экспертизу у 3 экспертов, один из них из Татарстана. Кстати, это требование выдвинул сам регион. Только после того, когда все 3 эксперта дадут положительную оценку, проводится итоговое экспертное заседание, которое выносит свое окончательное решение. Рустам Нургалевич вновь нас услышал. Для этого нужны были около 90 миллионов рублей. И в текущем году всего переводных учебников применяется 79. И в текущем году мы все-таки, надеюсь, успеем перевести 41 миллионов учебников для начальной школы. В течение 2021 года и 2022 года мы будем переводить учебники для основной школы. И параллельно будем их, надеюсь, будем включать в федеральный перечень. Все мы помним Альмандара из деревни Альдермыш. Вот он, реальный прототип, увековеченный Туфаном Минуллиным спектакль, который стал уже классикой татарской народной драматургии. Исконно татарская деревня с исконно татарскими корнями, но даже ее коснулась глобализация. В деревне все чаще можно услышать не родную, не татарскую речь. Потому национальная школа, которая до сих пор здесь работает, это единственное место, где стараются сохранить народное богатство. Деревню Альдермыш называют северными вратами Казани. Расположена она сравнительно недалеко, километров 20 от столицы. Но исконно национальный дух здесь сохранился до сих пор. Именно сюда из Казани едут за национальным образованием, за знаниями, которых надеются получить из учебников на родном татарском языке. Беренчедән без балага татарча фәнни фикер тупларга ярдәм итсәк. Икенчедән баланың телен саклыйбыз. Телен сакламаган, рус теллеләнеп беткән балага ничек итеп милли тәрбия сеңдерергә кирәк. Мин авылда дип уйлыйм. Менә ул шәһәрдә әллә нинди гимназиялар, әллә нәрсәләр ачсыннар, минем күз алдавым буенча. Анда бер катнаш була, анда чын, саф татарлык, минемчә, ул дәрәҗәдә саклана. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Знаете, чего, по моему мнению, не хватает сегодня любому народу, которого еще заботят проблемы сохранения всего национального? Ему не хватает возможности высказывания. Нам здесь, в Татарстане, кажется, что мы кричим, вопим во всю глотку. Но я не думаю, что в Москве, например, нас кто-то слышит. Каким образом жители страны могут, наконец, развидеть такой немногочисленный, по их мнению, народ, как татары, марийцы, удмурты, чуваши? Вряд ли это можно сделать посредством литературы в наше-то время. Печатное слово нынче стоит довольно дешево. Музыка – это универсальное средство, но музыкой, кажется, многое все-таки не высказать. Возможно, кино. А почему бы и нет? Национальный кинематограф – это возможность выйти за границы республики, обратить на себя внимание. Это и есть возможность высказывания. Но вот что удивительно. Татарская культура вроде бы существует, а татарского кинематографа вроде бы давно уже нет. Что с ним? Есть фильмы на татарском языке, но нет понимания того, что будет завтра и вообще в ближайшие годы. Планы сегодня есть у любой, даже самой небольшой частной компании. Почему у нашего кино нет планов? Потому что это огромные деньги? Да нет, деньги не огромные. 15, 20, 30 миллионов. За эти деньги можно снять неплохой, качественный фильм, который мог бы дать нам эту возможность высказаться. На этой неделе наша съемочная группа побывала в Сармановском районе, где режиссер Эльдар Ягафаров снимает сейчас свой новый полнометражный фильм под названием «Исянмесес». Уже в трейлере этого фильма мы видим одну интересную особенность. Посмотрите. Слово «Исянмесес» разбито как бы на 2 слова. Здесь вот на самом деле пробел. Все знают, что это приветствие на татарском. Но дословно его перевод – это совсем не «здравствуйте». Дословно это «живы ли вы?». Почти как поживаете, но все-таки вот у этого приветствия более глубокие корни. Вот так называется новый фильм Эльдара Ягафарова. На русском в переводе будет именно «Живы ли вы?». И вот эта же надпись на хлопушке, которая задействована
в этих съемках. Именно этот вопрос на татарском языке, а фильм на татарском языке, задают герои и себе, и окружающим. Потому что фильм именно о том, жива ли сегодня татарская культура, самосознание, живем ли мы все сегодня этими вопросами или просто прожигаем свою жизнь. Съемки стали возможны благодаря помощи президента республики. Но режиссер фильма озабочен не столько своими успехами и занятостью, сколько развитием татарского кино в целом. Что же в будущем и в настоящем у нашего кино? Жена вот такая с каменным лицом сидит, ей очень подходит. Вот так и надо ее снять. Приготовились. Сцена 69, кадр 7, дубль 1. Начали. Вот мне через год 50 лет исполнится, я прекрасно понимаю, что сейчас, прожив эту жизнь, нужно самого себя, если ты что-то умеешь делать, отдать все-таки своему народу, откуда ты вышел, где ты живешь. Нужно снимать сейчас очень серьезные, толковые, мускулистые сценарии. Стоп! Снято! А нас задавать вопросы нации, задавать вопросы татарам, задавать вопросы, кто мы на сегодняшний день такие. Снято! Почему мы иногда молчим, почему мы иногда не говорим, почему мы теряем язык. Начали! Кино с душою, вывернутой наизнанку. Мускулистое кино – это изобразительное искусство, не терпящее любителей и недоучек. Рядом с режиссером Ягафаровым все эти месяцы съемок лишь те люди, которые способны на создание этих мускулистых образов. Оператор картины наш земляк Рафик Галеев, живущий давно уже в Москве, давний соратник режиссера. Они вместе снимали в 2002-м фильм «Куктау», наверное, самый известный фильм Ягафарова. Они снова вместе спустя 18 лет. У меня большая удача, что получилось так, что Рафик Галеев мог сюда приехать. Тут-тут-фу, должно получиться. Во-первых, Рафик очень талантливый человек. Он набрался большого опыта в Москве на больших федеральных проектах. Вот. Это сейчас не хватает нам. Я имею в виду этой картинки. И он ее дает. Мы же смотрим предмастера, которые мы монтируем. Я радуюсь пока. Закладывается смысл того, насколько жива твоя душа. И когда спрашиваешь, живы ли вы, не то, что ты физически жив, а насколько ты духовно жив, насколько сердцем чист и не потерял, и не растерял того татарского, что есть в народе. Среди актеров нет громких имен. Ни одно из них не выведешь неоновым светом на рекламных плакатах этого кино. Но Ягафаров задумал это именно так. Каждая лилия на этом импрессионистском полотне режиссера должна быть не трафаретная, новая. И зритель должен идти нехоженными еще путями. Когда замыленные лица из всех проектов, которые до этого опять появляются в этом проекте, появляется ощущение сериала. Мне хотелось бы, чтобы это ушло, и в этом проекте появились новые лица. Лилия, вы меня слышите, актриса? В этой картине очень часто повторяется это слово в разных ипостасях. Исянмиссис, да, наверное, это как напоминание к нашему сознанию, национальному сознанию. Вообще, конечно, замечательно, что фильм снимается на татарском языке, полностью полнометражный фильм, и поэтому участие в этой картине – это огромное счастье. Люди, оглянитесь вокруг, посмотрите друг на друга, оцените друг друга. Я думаю, вот это заложено. Давайте задумаемся. Это вот от этого идет, живы ли вы. Нельзя так жить. Повернитесь ко мне, вот сейчас вот встаньте на центр стола, то есть на главное место стола, то есть с торца. Еще левее. Вот я вижу. Вот здесь тарелки расставляйте. Бюджет картины не маленький. Президент поддержал. За это огромное спасибо. И Рустам Лагаевич, мне кажется,
понимает, что кинематограф это такая, одна из высоких планок развития национальной культуры. Есть фольклор, есть у нас все, у нас прекрасный театр, у нас есть живопись, у нас есть музыкальное училище, театральное училище, а вот по поводу кинематографа оно только-только поднимается. Ягафаров снимает игровое кино, но это, в общем, документ эпохи. Проблемы и дилеммы героев – это проблемы и дилеммы народа. Любого, кстати говоря, хотя речь в этой картине, конечно, о татарском языке, о татарской культуре и о татарах вообще. Живы ли они? Надо бить в одну точку и работать, и доказывать, что у нас есть. Ведь оно кино как ребенок, оно сначала ему 1 год, 2 года, 3 года, 5, оно начинает что-то понимать, и 15-20 лет. Хочется, мне кажется, сейчас появляются фильмы, когда это уже не подросток, это зрелый человек. Это так бывает, невозможно снять сразу один мощный гениальный фильм. Конечно, бывает, но это не система, а нужно системно к этому подходить. Народное кино не снимешь за народные деньги. А кино в Татарстане, национальное кино, это не отрасль экономики и вообще не повседневная сфера интересов государства. Поэтому то, что мы видим, событие, обретение материи кино, один из немногих истоков, родников для народа. Вот как роль надо добиваться. Что будет? Странное ощущение возникает у вас, присутствующих на этом событии, будто вы наблюдаете взрыв сверхновой звезды в полупустом необитаемом пространстве идей и замыслов. Ребята, дым такой серьезный. Что горит? Горит полынь свежая, очень хорошо дымит. И для председателя Союза кинематографистов Республики Ильдара Ягафарова наше присутствие здесь тоже возможность высказывания. Ему всегда хотелось видеть не застывшее изображение, а движущиеся картинки. Смену ракурса, наконец. Вот сейчас самое благоприятное время, денег на это не нужно. Нужно сейчас всем сесть в правительстве, поговорить о том, что нужно для того, чтобы у нас появилась дорожная карта развития национального кино. Это понятно, как мы его будем. Игровой, документальный, хроника, мультипликация, студенческое кино. Для этого нужно сделать схему, как это будет происходить, где это будет происходить, какая нужна база, сколько нужно средств. Вот сейчас можно поговорить и на уровне Госсовета все-таки выдвинуть какие-то законы и в нашем национальном бюджете, в татарстанском, все-таки начать выделять системно деньги на производство кино. Сейчас же, например, мы сценаристам написали сценарий, пошли, попросили денег. Пока все очень хаотично. Все говорят, вы просите денег, но без этого не бывает. Это любое строительство или еще что-то. Нужны средства. В кинематограф примерно в годовой бюджет, если бы хотя бы было 200 миллионов, он бы через 3-4 года стал бы на ноги. Я вообще начал понимать, что самому себе нельзя сопротивляться. Нельзя казаться перед всеми хорошеньким. Какой ты есть, такой ты есть должен быть. И тут ты раскрываешься. И вот только сейчас начинаешь понимать, отпусти себя и скажи миру то, что ты хочешь. И это миру интересно. Миру интересно уникальное. Мое лицо узкоглазое, мое татарское кино. Если я приеду и буду снимать тоже в Москве кино, конечно, возможно, у меня получится, возможно, нет, но уникальности в этом не будет. И мое место в Татарстане, и нашей группы место в Татарстане. У нас полно работы, огромное количество. Еще пока рано сидеть без работы, надо снимать кино, потом дальше другое снимать. И нашим коллегам нужно снимать. Несмотря ни на что, как бы нас не ругали, не говорили, вот вы просите деньги из бюджета и снимаете какое-то слабое кино. Не, ребята, останавливаться не надо, никого смотрите, делайте то, что вам нравится, и то, что у вас здесь в сердце и в душе горит, тогда, возможно, будет результат. Я должен сказать кое-что, что вообще говорить не принято в таких случаях. Это может привести к рождению еще одной теории заговора, но я все-таки скажу. Мы давние друзья с Ильдаром Ягафаровым. Он приглашал меня на маленькую эпизодическую роль еще в 2002 году для фильма «Куктау». Я знаю его хорошо. И я могу засвидетельствовать, все, что он говорит, идет вот отсюда. Все, что он говорит, эхом отзывается во мне. Хотя меня, как вы понимаете, сложно заподозрить в каких-то очень теплых чувствах к татарской культуре. Мне не дано по рождению.
Я заметил, что несколько раз во время интервью Ильдар обращался как бы к воображаемым оппонентам и подчеркивал, что он, увы, не может сейчас не просить денег, и просит он их не для себя, а для дела. Я подозреваю, какие отзывы ему приходится слышать. У нас страна такая, система такая. Ну вот, дескать, за деньги-то, ну каждый дурак ведь сможет. А ты вот попробуй сам, только на том, что есть. Именно эта система – преграда на пути всякого развития. Я по роду деятельности своей встречаю ее на каждом шагу. Директор какого-нибудь государственного учреждения, прекрасно знающий о том, что его заводу или фабрике, или больнице не хватает как воздуха и того, и другого, и третьего 100 раз, подумает, прежде чем просить это все наверху. Что превращает человека в эту муху? Страх. Страх. Услышать ответ, который он и так знает заранее. Товарищ директор, главврач, режиссер, вы, видно, не справляетесь со своими обязанностями. Ваши предшественники вот как-то справлялись до вас. С деньгами-то каждый может. А вы там не для того ведь, чтобы не делать ничего. Будете просить, выступать, правду искать, геройствовать будете. На ваше место желающих много, им всего хватит. И вот бегают наши киношники по инстанциям. И нет в этих инстанциях таких людей, которые взяли бы на себя ответственность распоряжаться какими-то деньгами, ну а тем более просить их там наверху. Каждый, кто собрался воплотить некий творческий замысел, утыкается лбом в эту вертикаль, обойти которую невозможно. Деньги вот на этот фильм Ильдар Ягафаров получил благодаря, как мы уже говорили, личному распоряжению президента Татарстана. Аплодисменты главе республики. Что дальше? Опять где-то ждать, где-то караулить. Председатель Союза кинематографистов республики, режиссер с именем, ничего не знает о завтрашнем дне. Сколько у него шансов против земной канцелярии? Сможет ли он хоть раз забраться еще на свою Куктау? Он не знает, потому что он живет в стране партработников. Тебе что-то не нравится? Следующий. Но следующих нет. Есть Ягафаров, кто еще нужен? Оцените человека при жизни. Избавьте его от необходимости в 100-й раз доказывать, кто он такой и что он может. Куда подевались все наши глыбы от искусства, от кино? Что за невидимая сила скинула их с небосклона? Люди из Красной книги, лучшие люди в своем деле, просили, кстати, меня передать слова благодарности главе Сармановского района. Район приютил киношников, бесплатно разместил их в колледже, пока там еще нет студентов. Бесплатно кормит всю съемочную группу. На самом деле это очень большие траты. И этих денег нет у режиссера Ягафарова. Хватило вот только на сам съемочный процесс. Вот чувствуете опять отголосок этой системы. Живи как хочешь, с тем, что есть. Не можешь, есть другие. Но этот человек не ищет себе местечко. Он ищет свое место в этой жизни. И не зря Ильдар Ягафаров и драматург Мансур Гилязов задаются этим вопросом. Кто-то сегодня видит вокруг еще кого-то, кроме себя. Есть кто живой? Исянме сес. Чтобы помнили, была такая замечательная программа Леонида Филатова на российском телевидении, посвященная советским актерам, чьи имена когда-то гремели на всю страну, а роли восхищали и будоражили сознание миллионов. Спустя время память о них стала стираться, а некогда очарованные поклонники стали забывать кумиров. Есть в этом какая-то несправедливость, конечно. И в то же время подсознательно понимаешь, увы, это жизнь, ее суровые реалии. Часто, чтобы вспомнить о ком-то и о чем-то, нам нужен информационный повод. Если его нет, на помощь приходит памятная дата. Вот недавно вся страна вспоминала про Владимира Высоцкого, хотя повод был не слишком радостный. 40 лет со дня смерти поэта, актера, автора, исполнителя своих песен. На этой неделе был еще один не очень веселый повод вспомнить про подвиг наших летчиков, ровно 25 лет назад попавших в плен к талибам в августе 1995 года. История эта легендарная и даже экранизированная. Помните известный российский фильм «Кандагар» с Александром Балуевым и Владимиром Машковым в главных ролях? О ней уже говорено-переговорено. И, по идее,
о самом подвиге, невероятном спасении из афганского плена наших героических ребят впору вспоминать на следующий год. Ровно год, адский год, провели они в страшном заточении у талибов и затем сделали почти невозможное. Практически повторили подвиг другого нашего земляка Михаила Девятаева в годы Великой Отечественной войны. Вот имена героев. Командир воздушного судна Владимир Шарпатов, второй пилот Газинур Хайруллин, штурман Александр Здор, борт-инженер Асхат Абязов, борт-радист Юрий Вшивцев и два инженера Сергей Бутузов и Виктор Рязанов. Время разбросало их по разным уголкам страны. Некоторые из них, как, например, Газинур Хайруллин, кстати, проживающий в Казани, даже отказываются общаться с журналистами и не любят вспоминать о тех событиях 25-летней давности. За эти годы память успела стереться, но подвиг остался подвигом. На этой неделе, благодаря стараниям нашего кормпункта в Тюмени, мы записали эксклюзивное интервью с героем России, летчиком Владимиром Шарпатовым. О том, как это было, Тимур Бекмурзин. Кульминация фильма – сам взлет самолета с 3 талибами-автоматчиками на борту в сложнейших условиях. Невероятное, чудесное спасение. На этом эпическом моменте под кадры встречи счастливых летчиков в аэропорту фильм «Кандагар» и завершается. Все по законам жанра. Happy End. Вот поэтому мы с улыбкой смотрим некоторые эпизоды таких художественных произведений, а отдельных журналистов и вовсе недолюбливаем. Журналисты разные бывают, но некоторым хочется просто морду начистить. Сделали макет кабины, вот, значит, и вот по окончании этих съемок я вот попросил вот этот штурвал отпилить. Вот за ним сидел Александр Балуев. Владимир Ильич, человек более чем открытый для прессы, поясняет свои слова. Несмотря на то, что о тех событиях 25-летней давности написаны и сняты десятки, сотни репортажей, статей, документальных и художественных фильмов, тот же «Кандагар», который Шарпатов считает процентов на 80 достоверным, многие важные детали сознательно или нет журналисты упускают. Оттого и обида. Скажем, мало где звучит информация о том, что не только взлетать, но и добраться до иранской границы стоило невероятных усилий. Благо Шарпатову удалось тайно получить от флайт-менеджера Мунира Файзуллина соответствующие коды и разрешения на пролет. Но только не для своего самолета Ил-76, а для летавшего этими коридорами Ан-12. Это была сложнейшая, сопряженная с колоссальными рисками задача посадить самолет. Поэтому с удивлением и досадой Шарпатов и экипаж иногда читают в прессе, что побег им чуть ли не организовали. Меня возмущает то, что вот уже сколько лет я пытаюсь об этом рассказать, а как Борис Вишневский однажды ляпнул, написал, вернее, в «Комсомольской правде», что был готов коридор. Как он был готов, он не обозначил. И вот буквально 4 августа, вот опять, «Россия-1», опять по договоренности с диспетчером Ирана, значит, нас пропустили. Ну, хотя бы подумали, о чем говорят. А вот тяжелейшие, прежде всего в моральном плане, год и 13 дней плена в целом описаны достоверно и точно. Убивала не столько бытовая неустроенность, вспоминает Шарпатов, сколько нависающая адским грузом неопределенность. Расстрелять, убить, покалечить могли в любой момент. Мы знали, что за нас борются, пытаются выкупить, рассказывает Владимир Ильич, прежде всего в Татарстане и в Казани. Шаймиев, кстати, он больше всех занимался нами, поэтому мы знали, что нас предлагали обменить с талибами на КАМАЗы, на вертолеты, на запчасти. Вот, говорят, в Казани деньги собирали даже с предпринимателей, чтобы нас выкупить. Вот. Ну вот мулла приезжал, чтобы по-мусульмански поговорить. Вот делалось очень много. Несколько раз договоренности с талибами об освобождении нашего экипажа срывались в последний момент. Однажды до наших ребят дошла информация, вызволять их приедет лично министр иностранных дел России Андрей Козырев на тот момент, рассказывает Владимир Шарпатов, но не приехал.
Не иначе вмешалась геополитика, предполагает он, ведь визит министра означал бы признание Талибана как государства. А когда по радио Шарпатов услышал, что началось наступление правительственных войск для освобождения пленных россиян, он понял, дела их совсем плохи. Наступление ведется с целью освобождения российского экипажа. Вот этот сволочь заявил. Они же тоже слушают, понимаете? Ведь они за 10 лет этой войны, которые наши там солдаты были, очень многие научились русскому, и многие очень хорошо говорят по-русски и понимают тем более. Вот. И вот они стали нас перепрятывать. Перепрятывать, значит, вот увезли на эту фабрику, а могли и расстрелять, чтобы не достались. Вот. Могли перепродать у них, как это бывает, значит. И без того адский плен стал смертельно опасным. К обессиленным, но не сломленным пленникам то и дело наведывались судьи и шариатского суда. Намекали, жизнь ваша теперь не дороже патрона. К тому времени Шарпатов и его команда уже стали изучать суры Корана. Возможно, этот факт хоть на какое-то время отдалял неизбежное и страшное. Ля иляха илляху Мухаммадур Расулуллах. Потом вторую выучил. На меня экипаж, значит, у меня 2 мусульманина было, 2 татарина. Второй пилот и бортинженер. Значит, 1 украинец был, вот этот украинец. Говорит, ты что, предатель, значит, зачем ты это учишь? Я говорю, ну что плохого? Мы живем в Татарстане, среди мусульман. Что плохого, если мы проявим какие-то познания в Коране? Ведь любое знание, оно полезно. Все это время командир и его экипаж тайно вынашивали план побега. Все понимали, это единственный шанс на спасение. Шарпатову и команде удалось каким-то образом убедить талибов, что самолет нуждается в регулярном техобслуживании. Их стали допускать до техники. Впервые попытка побега могла состояться 10 июля 1996 года, и, скорее всего, она закончилась бы провалом. Вмешался случай, в тот день лопнуло колесо самолета. Как говорит сам Шарпатов, в сговор с нами вступил и самолет. А 16 августа, как по заказу, звезды легли удачно для наших ребят. На намаз отправилась большая часть талибов. Быстро завелась та самая ВСУ, вспомогательная силовая установка. Летчики усыпили внимание охранников, а позже и вовсе сумели их обезоружить. А дальше уже все решали секунды, даже доли секунды. И слева несутся, не как в кино, эти 2 машины. И в момент, когда пересекали центральную рулежку, они уже меня под крылом были. Ну, буквально на секунду или полсекунды мы их опередили. Высота 200. Скорость 220. Скорость не растет. Упадем. Убрать шасси. Я не знаю, стоит ли об этом говорить. Вот. Ну, не общаемся мы. А это уже печальная часть нашей истории. Они не только не общаются, но даже и не встречались ни разу после этого эпического финала. Командир Владимир Шарпатов с досадой говорит, что 2 раза приглашал товарищей к себе на 10-летие спасения и на свое 70-летие, забыл все обиды, а губернатор Тюменской области готов был организовать торжественный прием, оплатить проживание. Никто не приехал. Сегодня легендарный командир, герой России Владимир Шарпатов, которому не так давно исполнилось 80 лет, по-прежнему бодр, много проводит времени с молодежью, передает им свой богатый опыт, живет активной общественной жизнью. Живет в Тюмени, но с особой теплотой вспоминает свою малую родину, поселок Марийской республики Красногорский и, конечно, Казань и Татарстан. А самое главное, вот эта тюбетейка, подаренная мне президентом Татарстана, вот нынешним Минихановым. Дорогая она вам? Ну как, конечно, от президента получить. Я учился в Казанском авиационном институте, КАИ. Знаете, это великий институт, вот, значит, который из меня человека сделал. Вот, в Казанском аэроклубе, в котором учился Девятаев. Я до сих пор поддерживаю связь со всеми, с родственниками, друзьями. Ну и вообще вот, сколько я бываю, сейчас смотрю, город просто неузнаваем стал, я радуюсь за казанцев. Тимур Бекмурзин, София Хайруллина и Рустам Салтукиев. 7 дней. На сегодня это все. Всего вам самого доброго. До свидания.
Здравствуйте. Лето начинает постепенно сдавать свои позиции, как бы грустно это ни звучало. Предстоящая неделя будет не жаркой. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в понедельник облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Заметно похолодает, столбики термометров покажут плюс 20 днем. Но холодные воздушные массы дальше будут остужать воздух. И к четвергу плюс 17 пройдут дожди. Такая погода сохранится и на выходных. На северо-востоке в первой половине недели без осадков около 19 градусов тепла. В четверг прольются дожди, температура станет ниже. В субботу и воскресенье местами дождь до 20 градусов выше нуля. Циклон, принесший прохладную погоду, будет властвовать и в центральных районах республики. Начало новой недели малооблачное, плюс 20. В четверг температура понизится до плюс 17. В пятницу плюс 16, дождь. На выходных немного потеплеет. На юго-западе также в понедельник и во вторник будет солнечно, до 20 градусов выше нуля. В четверг температура понизится до плюс 16. Ожидаются дожди. На выходных дождливая погода сохранится до плюс 21. На северо-западе и в Казани переменная облачность. Если в понедельник и во вторник до 20 градусов тепла, то в четверг местами всего лишь плюс 16 и с дождем. На выходных также ожидаются осадки, немного потеплеет. Лето еще продолжается, и есть возможность в полной мере насладиться этой прекрасной и очень короткой порой. До свидания.